недавно была во Вьетнаме. В этой стране я уже не первый раз, третий раз. И каждый раз хочется возвращаться снова и снова. Ну, что хочется сказать из плюсов. Первый плюс – это, конечно, удивительная природа страны. Вечное лето и пальмы. Вот это море, которое никогда не остывает. Вкусная еда. Естественно, это морепродукты. Это свежайшая рыба, креветки и так далее. И, конечно, очень гостеприимный народ. Несмотря на то, что некоторые водители хотят взять подороже, там, обхитрить, или некоторые торговцы хотят продать что-то, свой товар подороже, да, всегда можно торговаться и можно скинуть цену. Если хотите увидеть рай при жизни, то умирать не надо, надо посетить Вьетнам. Это мое видео, это не реклама, это мои впечатления. После этого отдыха всегда хочется отдохнуть. Почему? Потому что очень изнурительная дорога. 7 часов полета на самолете. И далее до Ашхабад-Хошимин. Значит, из Ашхабада самолет вылетает в Хошимин и летит где-то около 7 часов. Но что хочется сказать, что всегда у нас очень доброжелательные команда вот обслуживание, хороший сервис в самолете. И когда мы прилетаем в Хошимин, это только полдороги. Хошимин – это столица Вьетнама, бывший Сайгон. Так он назван в честь их национального лидера. После Хошимина надо лететь в город Камрань, это как Ашхабад, Туркменбаши. И из Камрани где-то минут 40 до курортной столицы Вьетнама, которая называется Ничанг. Ну, когда я летала в 24 году, то, прилетев в Хошимин, мы перешли в местный аэропорт, и оттуда где-то в 5 часов утра мы вылетели в город Камрань и летели где-то около часа. И прибыли мы утром в Ничанг где-то часов в 10 часу, по-моему. Вот. Но так как наши туроператоры посчитали, что это немножко дороговато и всегда хотят сделать дешевле пакет, то после 24 года ввели вот эти слип-басы. Что такое слип-бас? Слип-бас – это автобус, на котором можно ехать лежа. То есть каждое место, оно как купе в поезде. И одеяло, и все. В общем, все удобства. И, естественно, да, Wi-Fi. Кстати, бесплатный и хорошего качества. Ехать на слип-басе приходится где-то около 7-8 часов. Когда я летала в 25 году, первый раз на слип-басе, то слип-бас подъехал прямо к воротам или ко входу отеля, в котором мы отдыхали. Я отдыхала в 5-звездочном отеле «Хавана». Это первый раз в 24 году. Во второй раз, в 25 году, мы отдыхали в 4-звездочном отеле Гранд Туран, и слип-бас подъехал прямо ко входу. И то же самое, когда закончился отдых, слип-бас забрал нас прямо из отеля. В этот раз очень было как бы усложнено, потому что ехали бесконечное время, никак не могли доехать. Особенно это чувствительно для тех, кто, например, таких, как я, которых укачивает в дороге, особенно вот, например, в автобусе, да. И, в общем, я себя не очень комфортно чувствовала. Но приехали мы на какую-то стоянку за городом, потом нас пересадили в автобус сидячий, мы, естественно, с нашими вещами. И потом из сидячего автобуса нас отвезли в город Ничанг. Мы прибыли где-то около в 12 часу. И, естественно, завтрак наш уже был, конечно, уже пропущен. Да. Вот, хотя этот день был оплачен 18 числа, хотя мы вылетели 17-го, уже отель был забронирован 17 числа, хотя уже было понятно, что 17-го мы туда не прибудем. Но прибыв 18 числа, мы уже не смогли позавтракать. Поэтому что хочу сказать, вот эта дорога, она очень утомляет. И обратно то же самое. До Хошимина где-то 8 часов ехать, на это у нас ушло почти целый день. Значит, мы выехали половина 9 утра, а в Хошимин мы приехали вечером. Вы представляете, да, один день уже пропал. И мало того, что мы приехали вечером, мы приехали на какую-то стоянку, это что-то вроде нашего автокомбината, потом нас пересадили опять на сидячие автобусы и потом повезли в аэропорт. Но вот это самый большой минус.
Там отдыхают очень много, в общем, бывший Советский Союз весь там, русскоязычный к тому же. Отдыхают россияне и казахстанцы. Вот когда мы общались с казахстанцами, то они рассказывали, что, во-первых, у них билеты намного дешевле, чем наши. Наши билеты 7700 манат стоят туда и обратно. Ашхабад, Хошимин, международный рейс. А, например, казахстанские билеты стоят, ну, вы сами переведите теперь 7700 манат на международные деньги, валюту, да? И сравните с казахстанскими. Казахстанские билеты стоят $62. Поэтому они отдыхают больше. То есть те деньги, которые мы платим за дорогу, мы могли бы там вот истратить это. Когда говорят, что во Вьетнаме дешево. Да, там дешево для тех, у кого высокие зарплаты. Для россиян и казахстанцев это очень приемлемый отдых. А для нас это почти одинаковые. Ну, какой совет я могу дать? Конечно, надо поехать любому человеку, поехать и посмотреть эту удивительную страну.